Новости Татарстана в прямом эфире на ТНВ. В студии Алексей Калиничев. Добрый вечер. И вот каковы наши темы сегодня. Как женщин замотивируют рожать? Я прошу, личным примером вы должны тоже показать. Задачи, которые поставил врачам президент республики, услышала Александра Севастьянова. Переломная битва на века. Весь мир понял, что вермахту конец. Каким было Сталинградское сражение и что следует помнить потомкам, узнал Дмитрий Аринин. 9 домов под снос. Мы даже не знаем, что они от нас хотят. Почему цыган в Зеленодольском районе хотят расселить и что решил суд? Адель Акламиц. Компетенции будущего. Нельзя уронить деталь, так как это что-то взрывоопасное. Все зависит от размеров работы. С площадок WorldSkills Рамиль Шайдулин. Большинство довольны, но четверть оценивают качество медобслуживания как плохое. Изменить это главная задача, которую поставил сегодня президент перед медиками. Татарстан готов взять на себя финансирование нового дорогого оборудования, но пациенты – это работа Минздрава. Какие еще задачи президент поставил, знает Александра Севастьянова. Онлайн идет, то есть каждое исследование, оно прибавляет. Новые машины и инновационное оборудование. Этого недостаточно. Обращаются за помощью люди. С ними и надо работать. Преуспели в этом в Кайбицком, Буинском и еще нескольких районах. А вот столица сдает позиции. В Казани, Челнах, Верхнеуслонском и Зеленодольском районах. Число недовольных медобслуживанием самое высокое по Татарстану. 75-76% людей удовлетворены, значит, оценивают положительно, но 25%-то оценивает плохо. Жалобы в соцсетях, народном контроле, отслеживать надо все, отметил Рустам Минниханов. Задача от президента – опираться не только на передовые медучреждения, но и работать с простыми поликлиниками и ЦРБ. Обращаюсь ко всем медицинским работникам. Качественная медицинская помощь может быть только результатом командной работы. Медицина должна быть не просто качественной, но и доступной. В этом году в Альметьевске откроют региональный центр лучевой терапии. Это еще один шаг к тому, чтобы специализированная помощь стала доступней, а это регион, где проживает почти 800 тысяч человек. Еще один важный показатель – снижение смертности и рост рождаемости. В 2016-м умирать стали на 3% реже. А вот чтобы женщины рожали и вторых, и третьих, надо искать стимулы, заявил президент Татарстана. Я считаю, что там 3 ребенка, вот это вот тот стандарт, который мы должны донести до нашего населения. Вот я считаю, что вот тоже, я прошу, личным примером вы должны тоже показать. Александр Севастьянов, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Пенсии с 1 февраля в среднем выросли на 140 рублей. Кроме того, практически все уже получили единовременную выплату в 5000 рублей. А с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии для всех категорий, в том числе и для работающих пенсионеров. Если же рабочий статус получателя изменился, то повышение ему стоит ждать не раньше, чем через несколько месяцев. Никаких справок в пенсионный фонд приносить не нужно. Построить сразу и храм, и мечеть участникам регионального чемпионата WorldSkills сегодня предложил Рустам Минниханов. Он сегодня приехал на одну из площадок и сразу вошел в фотоисторию чемпионата. Соревнования продолжаются. Сегодня в борьбу вступили спасатели, рестораторы и фотографы. Рамиль Шайдулин убедился, что дело мастера боится. Здесь все по-настоящему. Еще свежая кладка, настоящие инструменты и проводка. В реальных условиях трудятся молодые монтажники, маляры и дизайнеры. Настоящий президент Татарстана на площадке строительного колледжа. Удивление, общение и пожелание построить копии зданий сразу 2 религий. Сделайте храм, сделайте мечеть, чтобы и храм, и мечеть. Но у нас больше должно быть геометрии, поэтому там нам геометрии хватает. А на фотоделе президент сразу в фотоистории. Участница конкурса Ольга Машнина решила запечатлеть момент не только в памяти, но и на фото. Рустам Минниханов с удовольствием подхватил инициативу девушки. Очень рада, что этот кадр сделала. Надеюсь, он мне поможет в дальнейшем. Геометрия в филигранном исполнении. Лазерные технологии начинаются с рисунка. После чертежи 1 к 1 выжигают лазером на позолоченных пластинах. Около 3 минут в плане гравировки. А саму работу я рисовала около 2 часов. Мы
Пока работаем над тем, чтобы компетенцию сделать международной. Вдали от мониторов компьютеров 1 на 1 с условной катастрофой. Так, этап WorldSkills проходит в Тетюшах. Манекен в машине условно еще жив и строго по инструкции. Манекену в нашем случае не нанести больше травм, оставить его в живых. А вот на компетенции мобильная робототехника уцелеть должен транспорт. Сквозь лабиринт едет робомашина с условной взрывчаткой. Сначала ей управляет человек, затем машина ориентируется по датчикам. А это прекрасные датчики, они точечные и показывают препятствия. По правилам состязаний все роботы сделаны из одних и тех же деталей. Все остальное на усмотрение участников. 5 машин, все в разных форм-факторах, должны показать, чьи конструкторские решения наиболее оправданы. Двое здесь у нас в прошлом году. Заняли второе место в Гетеборге, представляя сборную Российской Федерации. Мастера на все руки прекрасно готовят смузи. Вот и Константин знает английский, испанский и португальский. Режет ингредиенты, мешает коктейли, а если нужно, и воздух порежет. Я думаю, самое сложное это была фруктовая тарелка. Нужно резать фрукты в воздухе, то есть не касаясь их руками. В руках молодежи строительство, кухня, хай-тек и даже жизни. Пример того, как для мировой востребованности достаточно сегодня полагаться на свои способности. Рамиль Шайдуллин, Рамзиль Гарипов, Марат Саидгараев, ТНВ, Тетюши, Казань. Перелом мирового масштаба. Сегодня 74-я годовщина окончания Сталинградской битвы. Это сражение изменило ход всей Второй мировой войны и стало самым кровопролитным в истории. В боях сошлись более 2 миллионов человек, в том числе 30 тысяч татарстанцев. Этот день теперь в истории как день великой воинской славы России. Как кровью и потом ковали эту победу, расскажет Дмитрий Аренин. На подступы к Сталинграду немецкая армия вышла в июле 1942 года. Здесь, на правом берегу Волги, за советскими войсками оставались всего несколько километров. Но, как говорится, гладко было на бумаге. В Сталинградской битве полем боя стал город, где каждое здание превратилось в укрепленную позицию, которую нужно было брать штурмом. Расположение противников уплотнилось настолько, что порой их разделяла одна комната. За них и шли ожесточенные бои. В Сталинградской битве на карту было поставлено и название города, и его стратегическое положение. Все немцы об этом знали хорошо. Гитлер им обещал: вот до Волги дойдем, и война кончится. Для нас это тоже был принцип. Я напоминаю, что только из Татарстана там погибло практически 2 дивизии. Сталин об этом знал, что отступать за Волгу без толку. Нет смысла. С обеих сторон в Сталинградскую битву вступали все новые и новые силы. Сражение стало самым крупным и кровопролитным во всей Второй мировой войне. Заметили, пришли, раз меня. Тогда молодой лейтенант армейской разведки Фарах Хайрудинов в Сталинграде получил ножевое ранение в ногу. В городе мужчина воевал с первых дней боев. И в одной из вылазок наш отряд в рукопашную схлестнулся с немецкими лазутчиками. Страшно, без страшно, чего же. Привыкли мы уже, как будто. Сегодня встал, жив остался, обратно обрадуешься так же. Сталинградская битва продолжалась 200 дней. По мере втягивания немецких войск в городские бои, советская армия накопила силы для контрнаступления, и к концу ноября кольцо окружения замкнулось. 2 февраля немцы сдались. Пленены были около 100 тысяч солдат и офицеров, в том числе единственный раз за историю фельдмаршал Паулюс. Весь мир понял, что вермахту конец, и сам вермахт это понял. После Сталинградской битвы стратегическая инициатива перешла к советской армии. Это изменило и ход всей Второй мировой войны и приблизило победу. Правда, ждать ее пришлось 2 года. Дмитрий Аренин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. И специально к годовщине Сталинградской битвы студенты Набережно-Челнинского института КФУ сняли патриотический видеоролик. Как они сами говорят, он получился проникновенным. Ролик уже завоевал 2 награды Всероссийского мультимедийного фестиваля студенческого творчества. Дорогая. Маленькие помещения и холодные обеды. Проверять школьные столовые Казани сегодня отправились депутаты Госсовета. Причиной стали жалобы родителей. Что не понравилось чиновникам и как с 1 марта школьники смогут сами контролировать свой рацион, узнал Салават Мухаммадуллин.
Первая остановка, первая гимназия и сразу нарушение. В холодильнике не оказалось маркировок на ланчбоксах. С меню здесь тоже не все в порядке. Полукопченая колбаса. Здесь же манты идут. Нагрузка для организма какая? Хотя руководству школы есть на что сетовать. В этой небольшой столовой питаются 380 учеников в день. При этом самих детей взрослые хлопоты, похоже, не беспокоят. Нас кормят мантами, с пельменями, еще сок дают. Больше всех нравятся пельмени нам. Да, тоже они вкусные такие. Второй пункт в маршруте – 127-я школа. Особых нарушений здесь не нашлось. Вопросы только по теплым, но не горячим блюдам. По системе ланчбоксов и в школе разогревают и накладывают за 5 минут до звонка на перемену. Однако из-за этого время они успевают остыть. Это школьная столовая-ресторан. Здесь питание организовано по системе шведский стол. Ученики сами себе выбирают блюда. При этом цена остается такой же, как и в заведениях, где подают ланчбоксы. Таких школ в Казани всего 16. В ходе рейда депутаты посетили 3 столичных учебных заведения. Это первая гимназия, 127-я и 171-я школы. Было вот не везде указано, непонятно, когда приготовленное блюдо, но нам сказали, что это недостаток исправить, что каких-то вот грандиозных замечаний мы пока не выявили. Свои замечания по ходу проверки депутаты выскажут завтра на заседании комитета. А уже с 1 марта свои жалобы по питанию смогут оставлять и ученики. В тестовом режиме в 2 столичных школах запускается приложение «Поел доволен». Школьники смогут фотографировать обеды на свои смартфоны и оставлять о них отзывы. Салават Махмадуллин, Амир Залишев, ТНВ, Казань. В частные детсады пришли проверки после резонансного случая, когда ребенок в одном из таких получил травму бедра. В Нижнекамске началась прокурорская проверка. Уже сегодня только в 2 дошкольных учреждениях нашлись десяток нарушений. Основные связаны с гигиеной, пожарной системой и питанием детей. Такие рейды продолжатся, пока не проверят все частные детские сады города. Дома снести, людей расселить. Сегодня в Зеленодольском суде рассматривали дело о цыганском поселке Вайше. Табор осел здесь еще 15 лет назад. И в августе прошлого года исполком сельского поселения направил в суд иск о сносе домов. По данным экспертизы, они построены без разрешения, да и условия в них не для проживания. Чтобы расставить все точки над «и», Адель Коломиец отправилась в гости к цыганскому барону. Они снаружи так все... Да, действительно, они как бы смотрятся не совсем хорошо. А вовнутрь зайдешь вот так. Гостеприимный барон цыганского табора Янош Кальдарос показывает нам один из домов. Хорошая мебель, теплые полы и нотки роскоши, как любят цыгане. Все самое необходимое – вода, газ и свет есть. Семья Кальдарос, можно сказать, старожилы поселка Айша. Переехали сюда в начале 2000-х. Со временем купили 3 участка в общей сложности 42 сотки. Но за 15 лет, которые они здесь живут, появились дети, внуки и даже правнуки. И количество домов тоже выросло с 3 до 18. Сейчас в 18 домах живут более 100 человек, но официально по-прежнему зарегистрированы только 3 дома. В августе прошлого года исполком Айшинского сельского поселения обратился в суд с иском признать остальные дома самовольными постройками и снести. В соответствии с 222 статьей гражданского законодательства любое строение, возведенное с нарушением вышеуказанных норм, таких как градостроительные нормы, иные СНИП-строительные, является самовольным. О нарушениях сегодня подробно говорили в зале суда. Иски представлены на 9 жилых домов. По результатам экспертизы электричество подключено самовольно, сами дома деревянные, канализации, водоотвода нет. У стороны ответчика свои доводы. Дело в том, что эти дома располагаются на данном участке более 15 лет. Первоначально за весь этот период со стороны администрации никаких претензий не было. Соответственно, мы имеем основание полагать, что исполком считал, что данные дома находятся здесь на законных основаниях. Решение суд сегодня так и не вынес. Юрист ответчика только вчера начал изучать материалы дела и окончательно ознакомиться не успел. Рассмотрение перенесли на март. Адель Коломиец, Александр Лобанов, ТНВ, Зеленодольский район. Аварии есть, а столкновений не было. В Казани будут судить участников ОПГ за страховое мошенничество. Организованная группа из 14 человек, по версии следствия, действовала по одной схеме. 2 фигурантов на дорогих иномарках имитировали ДТП, а затем получали компенсации по КАСКО и ОСАГО. Перед выездом с автомобилей снимались оригинальные запчасти и устанавливались уже заранее поврежденные детали. После составления документов и фиксации повреждений обвиняемые обращались за страховыми выплатами в казанские страховые организации. По версии следствия, с 2012 по 2015 годы участники группы обманным путем похитили у 6 страховых компаний более 5 миллионов рублей. Это новости Татарстана, и вот о чем далее в выпуске.
на особом счету. Точно их количество как-то не обращали внимания никогда. О том, где они досчитались диких уток, в сюжете Сергея Хайдарова. Дорога в новую жизнь для молодых режиссеров. Ищут новый язык, новые способы существования для актеров, новые способы организации текста. О новом спектакле в репертуаре Камаловского театра Елена Новгородцева. Переселение из аварийных домов завершить, строительство ипотечного жилья ускорить и в обязательном порядке решить вопрос с дольщиками. Такие задачи поставил президент Татарстана сегодня перед строителями. Есть поручения и по коммунальному хозяйству, об энергоэффективности, сберегающих технологиях и на что попросили денег у Москвы Альбина Асылгараева. Еженедельно мы с вами собираемся, как правило, подводим итоги, иногда ругаемся. Но в целом я считаю, что у нас серьезная профессиональная команда, которая может реализовать любую задачу. И решенных задач действительно много. Ввели более 2 миллионов 400 тысяч квадратных метров жилья. Возведены 370 социальных, культурных, образовательных и спортивных объектов. 200 капитально отремонтированы. Не менее глобальные задачи и на будущий год продолжить работу с дольщиками и завершить программу по переселению из аварийного жилья. Огромная программа идет сейчас по аварийному жилью. Она очень сложная, очень тяжелая. Мы, наверное, жить стали более беспокойны из-за того, что в нее пошли. Но мы этот путь должны пройти. В Татарстане сегодня реализуется более 30 программ. Половину софинансирует федеральный центр. Это капитальный ремонт жилья, модернизация коммунальных сетей, промышленное строительство. Не побоюсь это слова. То есть Татарстан сегодня является, наверное, родиной самых удачных начинаний с точки зрения реформирования жилищно-коммунального хозяйства. И в чем это выражается? В первую очередь, это, конечно, программы капитального ремонта. Татарстан, пилотный регион, именно у нас пробует новые программы и проекты. Вот и сегодня предложили новые нормы по благоустройству общественных пространств, уже с учетом экономического эффекта. Вы предлагаете уже разработанные с учетом опыта или с учетом проведенной работы. Для нас это, безусловно, полезно. Это может стать общей нормой. Среди показателей, которые еще нужно улучшать, травматизм на производстве. На это просил обратить особое внимание и президент. Еженедельные и субботние совещания, в том числе работа муниципальных комиссий межведомственных, привела к тому, что за 4 года удалось сократить общее количество случаев травматизма в строительной отрасли в 2,3 раза. В будущем году в планах реализация 34 программ. Все они улучшат качество жизни населения. Финансирование сохранилось на уровне прошлого года. Альбина Асылгараева, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. 27 уголовных дел завели в Татарстане за незаконную рубку лесов в минувшем году. О состоянии дел с легкими планеты говорили сегодня на коллегии Министерства лесного хозяйства. Сейчас общая площадь лесов Татарстана составляет более 1 миллиона гектаров. Уже 6-й год подряд в республике удается предотвратить лесные пожары. Из задач на будущее нужно продолжать устанавливать точную границу лесов. Сейчас на кадастровый учет поставлена только 10-я часть. Заинтересованы, чтобы на территории нашей республики каждый квадратный метр, каждый гектар земли работал во благо нашей республики, и у него был собственник, который зарегистрирован в Росреестре, и к этому собственнику с точки зрения законности по принадлежности ни у кого нет сомнений. Тепло на воздух. Общероссийский народный фронт начал мониторить участки воздушного трубопровода без защиты. Оказалось, что таковых немало. Сейчас на казанской карте 7 оголенных участков, чьи деньги испаряются в воздухе. Альбина Минибаева. Образуется реакция химическая между минватой и влагой. И в результате образуется такая ржавчина. Все это видят коррозия трубопровода, экономические потери от такой трубы, что на ходе тактаж ложатся на плечи поставщиков тепла и потребителей. Оголенная и ржавая труба может ударить не только по кошельку, но и по жилым домам. Температура воды, которая течет по этому трубопроводу, порядка 90 градусов. Видно это по густому пару. Да и снег здесь тает буквально за считанные секунды. Давление высокое, поэтому если случится какая-то авария, то в первую очередь пострадают садики, рядом стоящие жилые дома. Если случится какая-то, а здесь может случиться аварийная ситуация, мы видим большая коррозия на одной трубе,
то, в принципе, здесь мало не покажется. Теплозащиту начал проверять Общероссийский народный фронт. Сразу несколько оголенных участков обнаружены по улицам Адарадского и Товарищеской. Карту таких лысых труб обещали дополнить, ведь немало жителей жалуются на холодные квартиры. Изоляции нет, тепло уходит в воздух. Потери, несомненно, есть, но с учетом атмосферного давления, под которым подается теплоноситель, фактически страдают могут быть только в конечные дома. На другом участке воздушного трубопровода по улице Карбышева оголенные трубы пытались прикрыть ковром. Тепловики говорят, это не наш метод работы. Материал покровного слоя в настоящее время не обеспечивает нужной надежности, скажем так, от вандализма. Но вот сами дети, на кого и грешат тепловики, готовы возразить. Туда уже все было, а вот тут вот вроде нормально еще было. Тепловики отмечают, что 100 миллионов рублей заложили на ремонт трубопровода, в том числе и на изоляцию. Обновить одежку голых труб они пообещали до начала весны. Альбина Минибаева, Амир Залюжев, ТНВ, Казань. В Челнах не досчитались диких уток. Местные орнитологи говорят, что когда-то в центральном водоеме города плавали 90 птиц, сегодня лишь 10. Куда исчезли водоплавающие птицы, выяснял Сергей Хайдаров. На Челнинскую набережную многие приходят с одной целью – покормить диких уток, что здесь зимуют. Но вот уже несколько дней птиц здесь в разы меньше. Уток-то мы видим практически каждый день, мы сюда каждый день ходим купаться. Вот. Это уже местная достопримечательность, сюда люди приходят смотреть. Точно их количество как-то не обращали внимания никогда. Я с папой прихожу, хлебом кормлю. Еще перед Новым годом здесь плавали 70 уток. Куда они делись сейчас, предположения разные. Орнитологи считают, что они могли элементарно испугаться, ведь сюда приходят и с собаками. Тем не менее, часть птиц специалисты уже нашли. Утки решили перебраться в более спокойные, открытые водоемы с теплой водой. Первое место, это значит район ГЭСа, где очистные сооружения. Они туда могут прилетать и там видели, замечают, как они там есть. И второе, где-то в районе заводов КАМАЗа. Есть еще водоемы тоже, как очистные сооружения, где-то за заводом двигателей, туда дальше. Говорят, что там еще видели. Еще одно объяснение – птицам не хватило еды. Обычно они привыкли питаться насекомыми и водорослями, а хлеб и зерна для них просто подкормка. Но любителям живой природы огорчаться не стоит, ведь самое главное – с птицами все в порядке. Сергей Хайдаров, Данил Филатов, ТНВ «Казань». Завтра в театре Камала премьера, дают поэтический спектакль «Все плывут и плывут облака» по произведениям Хасана Туфана и Туфана Минуллина. Автор постановки молодой режиссер Айдар Забаров. Елена Новгородцева побывала на генеральной репетиции. Эта работа – дань уважения, дань памяти поэта Хасана Туфана. В постановке звучат стихи, написанные этим талантливым человеком в период новосибирской ссылки. Одиночество, тоска по родному краю, его печаль и боль. В спектакле отражается период с 40 по 56 годы непростого 20-го столетия. Автор постановки пока еще студент 4-го курса ГИТИСа. Мы вот вместе с ребятами, с артистами сочинили некую форму, сочинили некий сюжет, чтобы как бы раскрыть стихотворение. Удивительно, но факт. Типичного представителя поколений Next интересует далекое прошлое, о котором он мог только читать или слышать. Айдар Забаров был ассистентом режиссера у своего педагога Ильгиза Зайниева и даже ставил самостоятельный спектакль. «Все плывут и плывут облака» – его преддипломная работа. Спектакль претендует на место в репертуаре малой сцены Камаловского. Тогда еще в студенчестве он очень увлекался поэтическим таким театром поэзии, слова. И здесь он нашел очень оригинальное звучание, потому что при воплощении на сцене поэтического слова здесь опасность превратить действие в такой вечер поэзии. То есть такое несколько концертное исполнение. Да? И он всеми силами старался отойти вот от такого канона и наоборот оживить, как бы сценически оживить тексты Хасана Туфана. Вот уже несколько лет малый зал Камаловского театра является полигоном для различного рода театральных экспериментов. Свежая кровь и новые идеи рождают очень интересные проекты. Елена Новгородцева, Алексей Алексеев, ТНВ «Казань». Вечерний эфир ТНВ продолжит программа «Вызов-112». Сегодня в страшной аварии погибла журналист Эльвира Мутавалова. Все подробности через несколько минут. Далее выпуски о спорте и о погоде. До встречи завтра на ТНВ.
Қадірлі жырмың сүйуші тамашашылар. Бір ел бойына күтіп алынған грандиоз тамашаға бик әз вақыт қалып бара. 25 февраль күні Пирамида концертлар залында Болгар радиосы милли музыкаль премиясын тапшыру тантанасы. Сынға қалмақ. Начни неделю с газетой «Метро Казань». Читай вместе с Москвой, Парижем, Лондоном и Римом. «Метро Казань». Читаешь ты, читает весь мир. Погрузись в захватывающий мир науки. Такого ты еще не видел. Магия. Тайны. Приходи и посмотри на это собственными глазами. Врач-психотерапевт Фарис Галямов приглашает больных с различными хроническими заболеваниями и всех желающих сохранить свое здоровье. Лечим остеохондроз, сколиоз, грыжи диска позвоночника, аллергию, энурез, бесплодие, заболевания нервной системы, депрессию и многое другое. Телефон для справок 522 10 38, код города 8 843. В поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачное, высокое, среднее, рыночное. Но если вы ищете низкую ставку, запишите. Выгодная. Банк Аверс. Здесь живет доступная ипотека с государственной поддержкой. Банк Аверс. Доступная ипотека здесь. Эгер сіз грандиоз тамаша күткән булсагыз, 25 февраль көнне Пирамида концертлар залында Болгар радиосының милли музыкаль премиясы тапшыру тантанасында барысы да булачак. Добрый вечер. Время новостей «Спорт» на ТНВ. В студии Алмаз Гафиятов. Лыжник из Татарстана стал серебряным призером первенства мира в США. Егор Казаринов выиграл медаль по итогам гонки свободным стилем на дистанциях 5 и 10 километров. А российские хоккеисты продолжают победное шествие по универсиаде. Матч с латвийцами завершился победой нашей сборной со счетом 7-1. Заброшенной шайбой в составе победителя отметился представитель Татарстана Артем Осипов. Напомним, Всемирная зимняя универсиада проходит в Казахстане, в городе Алматы. Нашу республику на соревнованиях представляют 6 спортсменов, в том числе 4 лыжника и 2 хоккеиста. Лыжница Анна Нечаевская уже завоевала 1 серебряную и 1 золотую медаль. К новостям автоспорта. В Татарстане откроют зимний гоночный сезон. Спортсмены из городов нашей республики, Москвы, Тольятти, Ижевска, Самары, Йошкар-Олы, Курска продемонстрируют искусство пилотирования на льду. 4 и 5 февраля на автодроме «Усады» состоится открытие зимних стартов. В его рамках пройдут первый этап чемпионата России и республики в зачетной группе Н-1600 и А-1600, а также второй этап Кубка России в зачетной группе национальной по трековым автомобильным гонкам. В чемпионате страны в дивизионе национальной предварительно заявились 24 спортсмена. В республиканском в дивизионе объединенный 12 человек. Игроки «Уникса» попали в стартовые пятерки матча звезд Лиги ВТБ. Наставник звезд мира Димитриос Итудис включил заявку Кита Лэнгфорда и Артема Пороховского. Тем временем 3 хоккеиста Акбарса вошли в состав сборной России на этап Евротура. Это защитники Акбарса Альберт Ярулин и Дамир Мусин, а также нападающий казанского клуба Владимир Ткачев. Об этом сообщила пресс-служба Федерации хоккея России. В рамках шведского этапа Евротура наша сборная сыграет 3 матча. 9 февраля против сборной Финляндии, а 10 и 11 февраля в Гетеборге проведут матчи против команд Швеции и Чехии соответственно. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. В предстоящие сутки ночные и дневные температуры в большинстве районов сравняются. Осадки будут незначительными. 3 февраля на юго-востоке республики облачно и снежно. Ночью минус 14, днем около 12 градусов мороза. В Нижнекамске, Набережных Челнах и Елабуге в ночные часы пройдет небольшой снег, минус 12. Днем преимущественно без осадков, столбики термометров покажут 11 градусов ниже нуля. На севере Татарстана, Менделеевске, Актаныши, Агрызе переменная облачность, временами возможен небольшой
небольшой снег. Местами ночные температуры до минус 16, днем около 11 мороза. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси в ночные часы переменная облачность, местами возможен небольшой снег, минус 11, днем без осадков и до 13 мороза. В Болгаре, в Буинске, Держаном переменная облачность, без осадков, температура воздуха минус 12. В центральных районах республики ночью возможен небольшой снег, днем преимущественно без осадков, минус 10, минус 12. В последующие сутки осадки прекратятся, небо прояснится и заметно подморозит. Завтра в Казани пасмурно, днем возможен снег. Температура воздуха ночью минус 9-11, днем около 13 мороза. Ветер северный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 72%. Магнитное поле Земли спокойное. В студии была Лейла Латыпова. До встречи на ТНВ.